Асылбек Шарипович, я хотел к вам обратиться. Вот у нас бюрократия, это вообще не имеет границ на самом деле. Бюрократия – это родственница коррупции. Так как мы боремся с коррупцией, надо и бороться с бюрократией, потому что от бюрократии порождаются разные коррупционные проявления. Вчера вот мелкое мы вот это малозначительное постановление приняли по экскурсиям, да, я там на эмоциях разное сказал, но получилось так, как будто мы делим там общую корову, хотя этого не было. Я стараюсь наоборот, чтобы парламент был прозрачным. Делаем вот эти брошюры, вы это все прекрасно знаете, да, нет, тут придумали правила ради правил. Вы же должны понимать, что мелкие чиновники из-за этих правил становятся чуть ли не высокими чиновниками. Они начинают уже свои подправила придумывать. Я хотел бы вот что сказать. Вот эта бюрократия, на самом деле, она мешает в целом государству развиваться. Это не только вот это постановление, а в целом, если мы говорим. Что говорите? Вы говорите всегда, что у нас мы делаем там, развиваем парламент туда-сюда. Ну а на самом деле в парламенте очень много бюрократии. Даже какую-то воду мы и то через письмо запрашиваем. Смешной случай был полгода назад. Для того, чтобы постирать шторы, и то в управделами надо письмо писать. Эти мелочи я специально говорю, чтобы вы поняли. Эта бюрократия начинается вот здесь. Потом она переходит в министерство, потом в разные ведомства и так далее. И маленький уже чиновник начинает тоже придумывать правила. Если высшее руководство не может бороться с этими правилами, то что говорить уже о низах? Мы с бюрократией должны как с коррупцией бороться. Оттуда и появилось вот это выражение, отфутболивание граждан. В налоговых, таможенных органах, везде отфутболивают. Вот сейчас мэр новый пришел в Бишкеке, он пришел с новой командой, к нему приходят люди, а мелкие чиновники начинают отфутболивать граждан. У людей уже нет желания на самом деле контактировать с госорганами. Они понимают, что кто бы там ни пришел, кто бы... Рахмат.